крупный успех российских спецслужб на Северном Кавказе. Взят живым – это действительно редкая удача. Один из самых одиозных лидеров банд подполья на Кавказе – террорист Магас, он же Али Тазиев. Тот самый, который организовал покушение на президента Ингушетии Юнузбека Евкурова в прошлом году. Об этом директор ФСБ Александр Бортников докладывал президенту. Наш северокавказский корреспондент Андрей Чистяков на месте исследовал террористический путь бандита по прозвищу Магас. Операция по задержанию Магаса началась примерно полгода назад. Силовики вышли на так называемый оперативный источник. Передвижение преступника по республике перестало быть тайной. Трижды бандит оказывался на прицеле у снайперов, но приказ был взять живым. Это улица Мержоева в местечке Сагапши, окраина Малгобека. В этом доме бандит прятался, спал, ел. Местные жители знали его под другой фамилией. Здесь Магас был Горбаковым. Он появился 3 года назад. Соседям представился переселенцем из Чеченской республики. Вел себя тихо и неприметно. Никаких подозрений не вызывал. В одну из ночей этот дом окружили бойцы спецназа. Взять Магаса живым было непростой задачей. Он почти всегда носил на себе пояс со взрывчаткой. Плотно мы подошли именно к ближайшему окружению. Когда сама ситуация позволила этого бандита взять без взрывчатки, без пояса смертника, просто взять его тепленьким и запаковать. Покушение на президента Ингушетии – последнее громкое преступление Магаса. В результате взрыва автомобиля, начиненного гексогеном, Юнузбек Евкуров чудом остался жив. Здесь черная Тойота протаранила кортеж президента Ингушетии. Это место едва ли сейчас можно заметить на покрытии участков федеральной автодороги. Разве что дерево со сломанными ветками служит неким указателем. Именно здесь автомобиль террориста-смертника, двигавшийся по ходу колонны, смог обогнать ее, и затем раздался взрыв. Это произошло в июне прошлого года. Евкуров был тяжело ранен, но сумел выздороветь и вернуться к работе. На совести Магаса десятки смертей. Даже среди боевиков он имел пугающую репутацию. Есть информация, это достоверно, опять же, что даже свою бытность Шамиль Басаев его отдергало от чрезмерной жестокости. Настолько этот кровожаден был вот этот... Он же, по идее, просто предатель и изменник. Он предал своих друзей боевых, он же служил в неведомственной охране. Он оборотень в погонах, так будем говорить, да? Вот он стал вот таким жестоким. Он со своей жестокостью решил доказать, уничтожая свой же народ, своих же людей. Сотрудник ингушской милиции Али Тазиев исчез 12 лет назад. Считалось, что его убили чеченские боевики. Без вести пропавшего милиционера оплакали в семье и даже получили за него положенную компенсацию. Сестры Тазиева, Хади и Заретта утверждают, что Али видели в последний раз осенью 98-го года. Он нам не брат, он нам не член семьи, он нам никто. Мы от него давно отказались. Потому что уже как надеялись. Главнее и важнее него я лично родителей потеряла. Из-за него. В руках у женщин детское фото. На них кучерявый мальчик с жестким взглядом. Эти глаза и на кадрах, облетевших все телеканалы в минувшую среду. В 2004 году вместе с Басаевым он руководит группами бандитов, которые бесчинствуют в Назране. Теперь Тазиев называет себя Магасов. Это Икажевский круг. Перекресток с круговым движением 22 июня 2004 года по сути превратился в место массового убийства. Именно здесь боевики, напавшие на город, расстреливали милиционеров, спешащих в Назрань по тревоге. На этом самом месте погибли молодые люди, которые возвращались со свадьбы. На подъезде к перекрестку их автомобиль пронзила автоматная очередь. Свидетели тех событий утверждают, среди стрелявших на этом перекрестке был Магас. Сгоревшие здания, десятки погибших и раненых. Следы от пуль до сих пор можно видеть на здании поста, как и гранатометные червоточины у окон и вдоль стен республиканского МВД. Младший лейтенант Бехан Евлоев 6 лет назад выжил, получив 2 ранения. Вот с угла в упор ведут в масках, камуфляжных формах. И все. И начали стрелять. И все, больше ничего. И меня набрали, на панику ранили. И все. Затем были взорваны автобусы на Ставрополе и в Северной Осетии, и снова Назрань. Дом Светланы Карахоевой рядом с городделом милиции. Прошлогодний взрыв, прогремевший во дворе у милиционеров, едва не сделал ее детей инвалидами. Вот окно вот с этой стороны, там у меня 2 девочек лежало. Они получили осколочные ранения, у них сотрясение мозга было сильнейшее. Мальчика с тех пор, он падает, у него приступы. Тогда погиб 21 человек, 150 раненых, как этот подросток, провели несколько недель в больницах. Многометровую воронку во дворе Назрановского городдела милиции засыпали землей следователи
давно увезли и неоднократно изучили все вещественные доказательства, собранные здесь. Но по-прежнему жители окрестных домов приносят сюда вот такие металлические фрагменты, разбросанные на десятки метров силой взрыва самодельной бомбы, что была установлена в «желтой газели». После уничтожения идеолога этого теракта, довольно крупной фигуры в лагере бандитов Саида Бурятского, окружение Магаса стремительно редеет. Человек номер 2 в иерархии боевиков, раньше отдававший приказы через преданных людей, вынужден чаще выходить из логова и перемещаться между базами боевиков. Их адреса теперь известны спецслужбам. Скорее всего, задержание Магаса – лишь часть операции. Сейчас на свободе остается только один крупный террорист. И несомненно, что Доку Умаров – следующая цель спецслужб. Андрей Чистяков и Евгений Радаев. Вести недели. Ингушетия.